Эмомали Рахмон одобрил поправки в Кодекс административных правонарушений Республики Таджикистан. В Нур-Султане открыли монумент Назарбаеву. В Туркменистане опять взялись за бороды. Президент Таджикистана подписал принятые ранее обеими палатами парламента Таджикистана поправки в КоАП-РТ, сообщает пресс-служба президента. Согласно принятым поправкам, за распространение ложной информации через СМИ о пандемии предусмотрены штрафные санкции от 580 сомоней для физических лиц и до 11 600 сомоней для юридических. Ранее Комитет защиты журналистов CPJ призвал президента Таджикистана Эмомали Рахмона не подписывать данные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В опубликованном в среду заявлении CPJ отмечается, что в поправках не сказано, кто и как должен определять степень достоверности информации о коронавирусе. Уже не вступив в силу закона, начались нападения на медийных организаций, на отдельных активистов. Это говорит о том, что все это спланировано, планомерно ведет к ограничению свободы слова накануне президентских выборов. Наблюдатели считают, что поправки станут поводом для преследования активистов и независимых журналистов под предлогом распространения заведомо ложной информации. Далее это будет поводом для оправдания незаконных действий таджикских властей. Координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульназа Саид считает, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях Таджикистана позволяют властям под предлогом борьбы с пандемией усилить цензуру в СМИ. Президент Эмомали Рахмон не должен одобрить эти поправки. Необходимо предотвратить подавление СМИ и соцсетей, добавила она. Поправки вступят в законную силу после того, как они будут опубликованы в государственных СМИ. В решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, сообщила пресс-служба главы государства. Памятник установлен в Национальном университете обороны. По словам Токаева, это является глубоко символичным актом, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента. Токаев также назвал Назарбаева основателем современного Казахстана, который определил стратегический путь развития страны и сплотил народ. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения – ценить и уважать их заслуги, сказал он. Стоит отметить, что это не первый памятник, установленный в стране в честь Нурсултана Назарбаева. Ранее в его честь были установлены памятники в президентском парке в Алма-Ате, Талдык-Аргане, а также барельеф с ним в столице. Напомним, экс-президент Назарбаев занимал свой пост в течение 30 лет, а в марте 2019 года он ушел в отставку с поста президента, сохранив при этом контроль за управлением страной. На данный момент он занимает пост председателя правящей партии Нур-Отан и является главой очень влиятельного ведомства с широкими полномочиями – Совета безопасности Казахстана. Парламентом законом Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы, отцом народа. Закрепленный за ним через парламент титул Елбасы, лидер нации, дает ему иммунитет от любых преследований. После ухода Назарбаева с поста президента Казахстана в его честь были переименованы столица, столичный международный аэропорт, несколько улиц в разных областях страны. Кроме того, его портрет оказался изображен на купюре в 10 тысяч тенге. В Лепапском вилайете Туркменистана полиция возобновила борьбу с мужчинами, которые носят бороды. Об этом 3 июля сообщила радио Азатлык, ссылаясь на свои источники. С понедельника, 29 июня, полиция начала задерживать бородатых мужчин моложе 60 лет. Их отвозят в участок, где насильно бреют. Задержанных предупреждают, что при повторном нарушении их арестуют на 15 суток, сообщают источники издания.
Также источники отмечают, что этих мужчин обвиняют в религиозном экстремизме и в следовании зарубежной моде. Полицейские говорят задержанным, что те наверняка приехали с бородами из Турции, где находились в трудовой миграции. Представители власти нецензурно выражаются, унижают задержанных и называют их турецкими шпионами. Напомним, что аналогичные рейды с задержанием носителей бороды проводились зимой и осенью 2019 года в Ашхабаде и Липопском вилаяте. Правоохранительные органы периодически борются с ношением бороды, устраивают рейды в мечетях страны, вызывают на профилактические беседы соблюдающих религию жителей, от которых требуют оставить соблюдение религиозных норм. Также силовики пытаются завербовать некоторых из них, сделав их своими агентами.